Сымати, Халгон, Зевгиш. Через эти села лежал маршрут студентов Североостинского госуниверситета. Взяв рюкзаки и отличное настроение, ребята отправились в путь. Такие походы, как правило, они нужны для поддержания формы и для популяризации вообще туризма в целом. То есть изначально в поход вообще, в первый раз может не каждый пойти, ему не хватает его физической формы. И для того и существуют такие походы, то есть люди ходят, знакомятся, понимают, им надо, это не надо, нравится. Сберечь силы в походе помогали короткие привалы. Отдыхали с пользой для ума. Ребят знакомили с историей населенных пунктов, через которые пролегал маршрут. Есть версия, что здесь ногайцы раньше жили. Почему так думают? Вот на этой башне, если ближе подойдете, там прямо на углу есть камень, и на нем есть пиктограммы. Ну, их относят к ногайским. Как бы одна из версий, то, что это ногайские пиктограммы. Мы поднимаемся уже 2 часа. Я не знаю, сколько мы будем еще идти, но силы у меня уже на исходе. Как и у многих других участников похода. Неудивительно, ведь большинство впервые отправились в такое путешествие. Ясное небо, улыбки, песни. И никакая усталость не помешала ребятам покорить вершину. Мы проводим весело время, играем, развлекаемся, наблюдаем за этой красивой природой, и нам весело, нам хорошо. Вообще сегодня сбылась моя мечта. В Феодоне отдыхала 2 раза, и каждый раз уходила и смотрела наверх и думала, как же там наверху хорошо подняться вот туда. И вот сегодня, можно сказать, исполнилась моя мечта, я счастлива. Мне все очень нравится, все замечательно, отлично. Конечно, пойду. Ознакомительный поход прошел с пользой для здоровья, ума и души. Многим подъем в гору дался непросто, но несмотря ни на что, в памяти у студентов сохранятся лишь самые теплые воспоминания. Анжела Дзасохова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.